Рахмон не намерен останавливаться. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как от рук силовиков пострадали еще люди. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. По поступившей информации в ГБАО допрошены и задержаны более 10 членов комиссии 44, созданной в Хороге в последний день ноябрьских митингов для совместного регулирования ситуации в Бадахшане. В комиссию 44 входят активисты гражданского общества области. Официальные структуры Таджикистана не делали заявлений по этому поводу, но по крайней мере 3 источника в ГБАО подтвердили эту новость 29 мая. Гражданское общество и вообще народ серьезно напуган. Бадахшан на протяжении последних 3 лет находится под полным управлением, внешним управлением, неконституционным управлением военных и силовиков. И народ порядком устал от этого, и конфликт тоже возник именно из-за этого. По словам источников, более десятка членов комиссии, 44, в том числе юрист Фарзамус Иргашев, вызваны в прокуратуру 28 мая и после допроса о получении денег из-за границы были водворены в СИЗО. Один из членов комиссии 44 на условиях анонимности сообщил, что задержали около 13 человек. Некоторые из них являются членами группы по расследованию ноябрьских событий, и неизвестно, возбуждены ли против них дела. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Собеседник добавил, что ранее трудовые мигранты из Бадахшана официально оказывали поддержку деятельности комиссии 44 и справедливому расследованию ноябрьских событий. Но со стороны зарубежных организаций и стран никакой финансовой помощи не было. Помогали только мигранты, уроженцы Бадахшана. Люди хотели просто добиться справедливости. И на комиссию 44 была возложена эта миссия, добавил он. Он не хотел называть свое имя из соображений безопасности. В комиссию 44 в основном входят активисты и представители гражданского общества ГБАО. 6 из них являются членами группы следователей Генеральной прокуратуры и военной прокуратуры, которые расследуют ноябрьские события в Хороге. У нас теория, все верят в теорию заговора. Это тоже постсоветские такое любимое занятие, в теорию заговора. И все думают, что у нас Рахмон такой хороший, Рустам еще лучше, а какие-то плохие министры, и особенно силовики, хотят как-то навредить Рустаму, его отцу, и мы хотели бы обратить внимание, скажем, Рустама и Момали на такой момент. И рассчитываем, что и люди рассчитывают, что будут услышаны. Ситуация в ГБАО, напомним, остается напряженной с тех пор, как 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошскалинского района ГБАО был убит местный житель Гулбидин Зиебеков. Члены комиссии 44 являются главными переговорщиками с властями. При их посредничестве завершилась 4-дневная акция протеста в Хороге. Однако расследование убийства Гулбидина Зиебекова и еще 2 жертв ноябрьских событий продолжается по сей день. И я тоже надеюсь, что они будут услышаны, и наконец-то конституционная власть в Бадахшане восстановится. Как вы относитесь к тому, что зачищают уже основательно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.